Теперь рассмотрим примеры. Возьмем имя Аскар и слово ученица, ученик, окуша, и слово бару, идти, пойти. Так, первое. Я Аскар. Как мы скажем? Я Аскар. Мен, Аскар и добавляем окончание ман. Смотрите, рассмотрим. Первый слог у нас твердое а и у нас сонарный звук р. Добавляется окончание ман. Мин Аскарман. Дальше. Ты Аскар. Сен. Смотрим на последний слог. Она твердая. Добавляется твердое окончание. Сен Аскарсын. Дальше. Вы Аскар. Сыз Аскарсыз. Также смотрим на последний слог. Добавляем твердое окончание. И последнее. Он Аскар. Ол Аскар. Нулевое окончание. Не добавляем никакое окончание. Дальше. Мы ученики. Без окуша. Смотрим на последний слог. Она у нас твердая. И заканчивается на гласной. Добавляем окончание мыз. Дальше. Вы ученики. Синдер окуша. Смотрим на последний слог. Она у нас твердая. Добавляем твердое окончание. Сындар. Дальше. Сиздер окуша сыздар. Тоже вы ученики уже более уважительным. Дальше. Они ученики. Улар окуша. Нулевое окончание. Не добавляем никакого окончания. Здесь мы смотрим также на последний слог. Она твердая. Добавляем твердое окончание. Теперь рассмотрим глагол. Так как мы используем жиктык шалгау также в глагол. Дальше. Вот. Я пойду. Мен барамын. Смотрим на последний слог. Вот. У нас она гласная, добавляем гласное окончание. Ой, твердое, добавляем твердое окончание. Мен барамын. Сиздер бардыңыздар. Вы пошли. Это уже в прошедшем времени, да? Вы пошли. Сиздер бардыңыздар. Смотрим на последний слог. Вот она у нас твердая, добавляем твердое окончание. Сиздер бардыңыздар. Так. Теперь мы с вами закончили жиктык шалгау. Напишите в комментарии, какую еще тему вам объяснить. Если что-то было непонятно, также напишите. Вот здесь не было непонятно. Ставьте лайк, подписывайтесь, а мы идем дальше.